Здравствуйте! Это Квант и Евангелие. Сегодня мы хотим поговорить на тему еды и духовности. Друзья, мы едим каждый день. Но еда — это не просто средство для выживания. Библия наделяет пищу глубоким духовным смыслом. В Эдемском саду человечество пало из-за неправильного выбора пищи. Однако Бог вложил послание спасения в пищу через хлеб и вино Пасхи, манну в пустыне и чудо с 5 хлебами и 2 рыбами. Так как же мы можем превратить нашу трапезу в духовное поклонение? Это благословлять пищу Словом Божьим. Подобно тому, как Иисус, возведя глаза к небу, благословил 5 хлебов и 2 рыбы, мы тоже можем наполнить нашу пищу чистотой Слова. Библия говорит: «Служи Господу Богу твоему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвратит от тебя болезни». Молитва благословения пищи — это больше, чем просто акт благодарения. Это приглашение к сверхъестественному исцелению, чтобы Бог исцелил все наши недуги. Эта молитва должна стать не одноразовым ритуалом, а новым образом жизни в вере. Провозглашая исцеление и восстановление во время каждой трапезы, мы увидим удивительные перемены в нашей жизни. Мы не только обретем физическое исцеление, но и мир и душевный покой за обеденным столом, где когда-то царили напряжение и беспокойство. Льюис сказал, что Бог делает необычайные вещи через обыденные. Даже самое повседневное действие еда может стать священным каналом для глубокого общения с Богом, приносящим исцеление нашему телу и разуму. Господи, благослови эту пищу и воду. Мы провозглашаем, что эта еда станет хлебом жизни, исцеляющим и укрепляющим наши тела. Мы благодарны за эту благодать, и силой, которую мы получаем от этой пищи, будем жить во славу Твою. Во имя Иисуса. Аминь. Отныне благословляйте пищу словом и молитвой во время каждой трапезы. Пусть ваш стол станет местом исцеления и поклонения.